артист, художник, не постесняюсь того, звезд с неба не хватает, но легенда граффити города Караганды, то есть уже именитый художник, который работает с 13 лет, то есть где-то кому-то станет уже скоро, да, 13 лет, вы уже тоже начнете чем-то заниматься. Моя деятельность была именно граффити. В принципе, я не только художник, но и преподаватель, также занимаюсь 3D-графикой, анимированием, геймдизайном. Все же в игры играют. Но по-любому, да, там на телефоне что-нибудь скачиваю. Короче, я сейчас занимаюсь не только тем, что рисую, но и тем, что создаю подобные игры. То есть персонажи, анимирование и так далее. Сегодня мы читаем с вами, вернее, я вам прочту книгу «Рассказы про школьников», автор Драгунский и Потереев. Заранее скажу, рассказ интересный, поэтому слушаем внимательно. Где-то она будет немножко затянута, но концовка классная. Готовы? Да! Все готовы? Да! Вот отлично. Как-то раз Игорек проснулся с плохим настроением. Носки надевает и ворчит. Глупые носки. Не поймешь, какой левый, какой правый. Майку туда-сюда крутит и бормочет. Плохая майка. Не поймешь, где зад, где вперед. В штаны влезает и опять возмущается. Дурацкие штаны. Одна штанина нормальная, другая наизнанку. Сели завтракать. Игорек опять бубнит. Каша не сладкая, булка жесткая, чай горячий. Что с тобой сегодня? Удивленно спрашивает мама. Лоб ему потрогала, температуры вроде нет. Может, дома сегодня посидишь, книжку почитаешь? А Игорек все упрямится. Скучная книжка. Не буду ее читать. Встал за стола и даже спасибо не сказал. Гулять пошел. Во дворе Миша своего щенка дрессирует. Палку кидает и командует. Тузик, принеси! А Тузик сидит, на Мишу смотрит и хвостиком виляет. Глупая собака, говорит Игорек. Сам ты глупый, обиделся Миша. Накинул на Тузика ошейник и увел его на пустырь. На пустыре за домом Вовка Семенов дымовушку из фольги делает. Разломал, значит, расческу, фольгу ее завернул, спичку зажигает, а она не загорается. Мишка увидел и спрашивает: Мишка, а у тебя расчески с собой случайно нет? Моя какая-то не горючая. Вот еще, говорит Миша, стану я свою расческу сжечь. Вот расскажи твоему отцу, чем ты тут занимаешься. Ябеда. Вовка надулся, да где по шее. Да связаться неохота с малолеткой. Пошел Вовка домой. У подъезда с Галей столкнулся. Вовка! Удивилась Галя. Ты чего такой надутый? И ничего я не надутый, огрызнулся Вовка. Ходишь тут, глупые вопросы задаешь. Тебе-то что, делать нечего? Огорчилась Галя. И расхотелось ей через скакалку прыгать. В тот день до самого вечера тихо было во дворе. Вечером собрались мамы на скамейке. Все встревоженные, ума не приложат. Что с их детьми случилось? Отчего весь день такие кислые? Повздыхали, всплакнули даже и пошли ребят спать укладывать. Утром думают, вечером мудренее. А на утро мамы сами проснулись ворчливыми. И как-то так и не так. И погода пасмурная, и дети их не любят, и мужья их не ценят, а папы тоже недовольны, и жены их не любят, и дети непослушные, и зарплата маленькая. Поворчав, разошлись жители дома по своим делам. Кто-то в школу, кто-то на работу, кто-то в магазин. И странные дела начали твориться во всем городе. Ученики на уроках, а учителей не слушают, обижаются, что, мол, надо много задают, что контрольными их своими замучили. Учителя тоже жалуются. Вот раньше был ученик, не нарадуешься. А эти ничем не интересуются, кроме телевизора. В магазине очереди растут.
Покупатели продавцами возмущаются, а продавцы чай в кладовой распивают и сетуют, какой нынче покупатель назойливый пошел. Вечером включили горожане свои телевизоры, чтобы городские новости посмотреть. Появился на экране популярный диктор, обычно бодрый, подтянутый, а тут небритый, унылый, какой-то или кислый, или, как говорят в народе, квелый. Есть такое слово, квелый, да, когда у человека физиономия кислая, он прям такой хмурый, квелый. Обращается диктор к телезрителям. Ну, что вам сказать? Хороших новостей сегодня нет. А о плохих и говорить не хочется. Выключайте-ка лучше телевизоры, да ложитесь спать. Мой вам совет. Спать. А то сейчас вам художественный фильм будут показывать, такой скучный. Что все равно уснете? На следующий день в газете «Вечерние новости» появилось сообщение о неизвестной болезни. Ее симптомы – непрекращающаяся у больных ворчливость и занудство. Население необходимо соблюдать спокойствие и порядок. В город уже вылетает авторитетная комиссия врачей, возглавляемая известным профессором Соломкиным. Подумаешь, Соломкин, профессор кислых щей. Прочтя газету, заворчала половина города. «Знаем мы этих врачей, от насморка вылечить не могут!» Занудила вторая половина города. Профессор Соломкин действительно оказался бессилен перед неизвестной эпидемией. Он посоветовал горожанам делать по утрам зарядку и написал для научного журнала статью под названием «Вирус ворчания». В статье отмечалось, что в природе скрыто еще немало загадочных тайн, но все они со временем будут разгаданы пытливым человеческим разумом. В то самое время, когда профессор дописывал свою статью, из очередной экспедиции на Северный полюс вернулся полярник Кузнецов. Полярник, знаете, да? Суровые мужчины, которые днем и ночью в минус 50, 40 и 30 выходят и производят исследования. С севера, в принципе, как он там живет-поживает, какая температура, кто обитает и как обитает. Так вот, Галю с мамой застал полярных грустными. В квартире царил беспорядок. Молоко скисло, а картошка пережарена. «Так», — сказал Кузнецов, — «а ну-ка, Галя, вспомни, с чего началась эта катавасия?» «С того», — вспомнила Галя, — «что Вовка мне ни с того ни с чего нагрубил». «Так, интересно», — произнес Кузнецов и поднялся на 5-й этаж квартиры Семеновых. Вовка напрягся и вспомнил, что в тот день делал домовушку из расчески, а Миша пригрозил на него наябедничать. Семенов-старший похлопал себя по карману, расчески действительно не обнаружил и влепил Вовке подзатыльник. А полярник Кузнецов спустился на 3-й этаж, откуда доносилось тявканье тузика. Миша признался, что его в тот день Игорек расстроил. Тузика глупой собакой обозвал. Игорек жил на 1-м этаже. Он сидел за столом и завтракал. Вернее, не завтракал, а ворчал. Опять каша не сладкая, опять булка черствая, опять чай горячий. «Ну-ка, дай попробовать», — сказал Кузнецов. Съел он полную тарелку рисовой каши и добавки попросил. Ест и нахваливает. «Твою маму поварихой бы к нам на полярную станцию. Цены бы ей не было», — улыбнулась мама. Приятно слышать про себя такие слова. А Кузнецов булку с маслом намазывает и чай прихлебывает. Хороший чай. Чувствую по вкусу. Краснодарский, байковый, высший сорт. Мы на полюсе напьемся горячего чая
И мороз кажется уже не таким злым. Вслед за Кузнецовым и Игорек свой завтрак за обе щеки уплетает. «Молодец!» – одобрил Кузнецов. «Одного только не пойму. Почему ты до сих пор босиком сидишь? Глупые носки, не поймешь, где левый, где правый. Ну-ка, подай сюда». Взял Кузнецов в каждую руку по носку. А они у него на пальцах вдруг ожили и закричали. Просто очень сильно закричали. «Я левый, нет, я левый, нет, я правый, нет, я правый, нет, я правый». «Так, отставить разговорчики», — командует Кузнецов. «На левый, правый, рассчитайся». «Левый!» — крикнул один носок. Ну то, что в левой руке, да? «Правый!» — крикнул другой. Засмеялся Игорек, и прошло у него плохое настроение. Вышел из дома во двор. Миша спрашивает: «Можно Тузика погладить?» Миша взглянул недоверчиво, но разрешил. Гладит Игорек Тузика и приговаривает: «Хороший Тузик, умная собака». Рад Миша, что его Тузика похвалили. Увидел Вовку Семенова и предлагает: «На, Вовка, мою расческу, если уж она тебе так нужна». «Не, Мишка», тот отвечает, «расчески мне теперь не интересуют. Не горючий пластик делают. Мне теперь вот фотопленка нужна. Из нее хорошая дымовушка получится». Вышла к ребятам со скакалкой. Вовка к ней подошел. «Ты извини, что я тебе нагрубил. Сам не знаю, что на меня нашло». Галя улыбнулась и опять стала веселой. А на завтра эпидемия неизвестной болезни прекратилась в городе сама собой. Перестали люди нудить и ворчать. Справедливости ради следует сказать, что в городе несколько ворчунов все-таки осталось. Такой уж у них был характер. Но вирус ворчания от них никому не передавался. Конец.